Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В Нерюнгри проводится проверка после того, как у 49-летнего парашютиста не раскрылся основной парашют. Он упал в сугроб после того, как раскрылся запасной. Чудом остался жив, однако получил тяжелые травмы. Сейчас сотрудник авиалесохраны находится в отделении интенсивной терапии. Сейчас он находится в реанимации. Ему сделали 2 операции. У него поврежден позвоночник, очень тяжелая травма. Это самая основная у него тяжелая травма. И у него травматический шок. Сейчас мы стабилизируем его состояние. Ему предстоит еще несколько операций для восстановления. В данный момент вот эти операции будут проведены после стабилизации состояния. Состояние тяжелое, но стабильное. Он находится на искусственной вентиляции легких. В Мирном диспетчером аэропорта был найден заплаканный ребенок, который потерялся. Прибывшие инспекторы по делам несовершеннолетних успокоили плачущего малыша, угостили чаем с печеньем и расспросили, в какой детский сад он ходит. Связавшись с администрацией учреждения, сотрудники полиции установили родителей малыша. Отец малыша рассказал, что утром отвез ребенка в детский сад на личном транспорте и оставил у дверей здания, чтобы мальчик сам пошел в свою группу. Свой поступок отец объяснил тем, что приучает ребенка к самостоятельности, так как скоро тот должен пойти в школу. 6-летний ребенок не зашел в детский сад и в одиночку прошел полгорода в поисках своего дома, пока на него не обратила внимания жительница Якутии. Информация направлена во все органы системы профилактики. Госинспекторы Якутского комитета охраны природы проводят постоянные рейды по выявлению незаконных сливов фекалий. Недавно были обнаружены новые точки на мерзлотке. Ранее, в феврале этого года, были оштрафованы водители, которые сливали нечистоты прямо в канализационные колодцы на улице Билибина и микрорайоне Марха. По признанию самих перевозчиков, они не доезжают до сливной станции на улице 50 лет Советской Армии в целях экономии, так как за один рейс ассенизаторам приходится платить более 700 рублей. В конце марта в столичную полицию обратился работник торговли с сообщением о том, что ночью неизвестные проникли в помещение продуктового магазина и похитили кассовый аппарат, в котором находилось денежные средства в размере 4000 рублей. В последующие дни полицией были зарегистрированы факты краж из магазинов, расположенных по улице Ленина, улице Лермонтова и Хатынь-Муряхскому шоссе. Злоумышленники похищали денежные средства, алкогольные напитки и продукты питания. В ходе реализации оперативных мероприятий сотрудниками полиции были установлены подозреваемые в совершении указанных преступлений. Ими оказались 2 17-летних жителей. Юноши пояснили, что совершали кражи из корыстных побуждений и ради острых ощущений. Один из магазинов подростки грабили дважды. Похищенные школьники успели потратить на личные нужды. Общая сумма ущерба устанавливается. В Алданском районе Якутии начальник участка строительной компании осужден за попытку дачи взятки. Летом 2017 года отделением по вопросам миграции отделения МВД по Алданскому району в ООО «Стройпроект Сервис» были выявлены нарушения миграционного законодательства. В целях, чтобы избежать наказания, начальник участка предложил полицейским взятку в 160 тысяч рублей и был задержан при попытке их передачи. Он приговорен к 7 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и назначением штрафа в размере 800 тысяч рублей. Также по постановлению прокурора Алданского района предприятие оштрафовано на 1 миллион по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». В Якутске проверили более 450 иностранных граждан. Было выявлено 85 нарушений и принято 11 решений о выдворении иностранных граждан. Однако основная часть исправно соблюдает правила пребывания на территории столицы. Подавляющее количество нарушений – это отсутствие документов или несоблюдение сроков их подачи. Для таких лиц предусматриваются штрафы до 5000 рублей или выдворение за пределы России. А один нелегальный иммигрант стал жертвой крупного ДТП в Якутске. Что произошло на автостраде 50 лет октября, расскажет Саргалана Федорова. Пересечение улиц автострада 50 лет октября и Севастопольская. Водитель Toyota Wish не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с грузовиком. Затем по касательной задел маршрутный автобус номер 20. По предварительным данным установлено, что виновник аварии – водитель Toyota Wish. В результате происшествия никто не пострадал. Единственный пострадавший у нас водитель Toyota Wish. Это непосредственно виновник ДТП. Пострадал, но скорая забирать его отказалась.
Боли в грудной области есть. Есть. Далее будет обращаться. По левой полосе за самосвалом. Вот. Справа от меня автобус ехал. Вот. Как бы я начал обгонять автобус и хотел перед ним перестроиться. И получилось, что просто я между ними вот, не успел, короче. Автобусом номер 20 управлял гражданин Кыргызстана. Выяснилось, что у водителя отсутствует страховой полис и разрешение на предпринимательскую деятельность. Водитель автобуса попытался пересесть на пассажирское место, но далее все равно был установлен. Он попытался посадить за руль своего брата. И при проверке у него также выяснилось, что отсутствует регистрация. По адресу он не проживает, также подходит по санкцию статьи 18.8. Все далее будет доставлен в отдел ФМС для дальнейшего разбирательства. Движение с кругового перекрестка на Дзержинского до места происшествия было затруднено с раннего утра почти до обеда. После загрузки поврежденной Toyota Wish в манипулятор все устаканилось. Чуть позже на этом же перекрестке водитель манипулятора, который забрал Toyota Wish, забыл опустить стрелу, в результате чего сломал объект светофора и линии электропередачи. К счастью, в этот момент на пешеходном переходе людей не было. Как только ДПС сообщила, сразу же приехали восстанавливать. Постараемся в районе часа, может, 2 исправить. Инспекторы составили протокол административного правонарушения. Конечные результаты происшествия будут известны позже. Саргалана Федорова, Илья Сырометников, Якутск. На этом все. Берегите себя и цените гражданство России.